Здравствуйте, меня зовут Екатерина Михайлова. Это «Диалог в студии», программа открытых вопросов и ответов. Контактный телефон в Комрате 24960, электронный адрес gagausradiusu@mail.ru. Сегодня у нас в гостях Иван Кольчик, общественный активист. Иван, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день, Екатерина. Ну и для начала программы хочу вас, наших зрителей и слушателей, поздравить с прекрасным праздником Благовещения. Пусть благие вести приходят вам каждый день. Спасибо. Ну а сегодня, в этот день, 14 лет назад, совершенно неприятная, конечно, весть была, но это не весть, событие, когда протесты переросли в беспорядки в Кишиневе. Организаторы так и не были выявлены. Из рядовых участников событий по статьям хулиганства и грабеж осуждены были лишь 8 человек из числа, так скажем, наиболее активных участников. Да. На ваш взгляд, Иван Федорович, что это было? Каким ли образом надо было добиваться свободы и демократии? И как, на ваш взгляд, изменили эти события дальнейшую жизнь в нашей стране? Еще раз здравствуйте. Дело в том, что вы знаете, что в Молдове, в принципе, демократии никогда и не было. И просто митингуя, выходя митингуя, мы сегодня ничего не добились и не добиваемся никогда в Молдове. И это был госпереворот. Госпереворот был, и на самом деле он для организаторов был успешным. Организаторы добились своей цели. А вы кого посчитали? Кстати, у каждого своя точка зрения сложилась относительно организаторов, относительно участников. У вас есть собственный взгляд на это, кто был за этим, кто стоял за этими беспорядками? Нет, вы знаете, я не хочу голословно быть голословным. Дело в том, что я просто скажу, что у организаторов это получилось. И что сегодняшние, может, вчерашние те организаторы сидят сегодня в парламенте. Я не хочу быть голословным, что я не владею информацией. Но факт остается фактом. Все получилось. Все получилось. И сегодняшняя власть, зная, что такие вещи могут получиться, взяла под особое внимание СИП, силовые структуры, МВД и вооруженные силы Молдовы. Все держится под контролем для того, чтобы подавить и погасить любое такое вот народное волнение. Да. Пожалуйста, митингуйте, приходите, спите в палатках. От вас нам никаких проблем нет, и это ваши проблемы. Это показывает власть сегодня. Но параллельно с этим власть делает свою программу, конкретную программу о уничтожении Республики Молдова, присоединении к соседней республике Румыния. И параллельно с этим при помощи гагаузского лидера Башкана Гагаузии и депутата Народного собрания уничтожать Гагаузию тоже. Ну, это радикальное осуждение, Иван Федорович. Это как радикально? Это факты. Это не радикальное осуждение. Факты основаны на чем? О том, что бы ни принималось Республика Молдова, какие законы, все ущемляет нас, гагаузов. Во всем. То есть и в языке, и в своих мнениях, в своих высказываниях мы остаемся изгоями у себя дома. И нас ждет участь индейцев. Это факт. Но нас, может, убивать не будут, но в румын превратят очень быстро. Очень быстро. Сомнений здесь нет. Поэтому, если так плавно перейти к нашим предстоящим событиям в Гагаузии, к нашим выборам Башкана, эти выборы могут быть последними. На основе чего вы такой вывод сделали? На основе того, что я взвесил все, пересмотрел каждого кандидата. И у Республики Молдова есть очень большой шанс Гагаузию уничтожить. Так что выбор у гагаузского народа небольшой. По большому счету, кто бы так вот из вновь прибывших в страну, в Гагаузию, кандидатов,
Кто откуда? Кто с Европы, кто с Турции. Из тех кандидатов, за которыми стоят молдавские партии, это тоже очень сильно плачевно будет для Гагаузии. Также от некоторых как бы независимых кандидатов. То есть вы видите прямую связь? Я вижу прямую связь, конечно. Между Башканом и центральными органами власти? Мы даже, молдавские власти нужно взять под контроль Гагаузию. Для чего им это, если уже неоднократно говорили и заявляли, декларировали представители центральной власти о том, что да, им интересны выборы в Гагаузии, но они не делегируют своих кандидатов? Или вы также считаете, что это такой... Это блеф. Маневр? Это просто... Да, это очередная мулька для гагаузов. Почему? Влияние Молдовы над Гагаузией это необходимо. Необходимо почему? Для того, чтобы легко и быстро соединить Республику Молдова с Румынией. Во-первых, это отчет перед Вашингтоном, что вот, имея своего Башкана в Гагаузии, мы уже говорим, что Гагаузия согласна целиком и полностью с программой Республики Молдова, и мы без каких-то проблем идем в светлое будущее в Румынскую Республику. Так, это одно. Второе, вы говорите, что сколько раз мы декларировали. Мы это кто? Не мы, я сказала, центральная власть. Центральная власть, да. Центральная власть каждый день принимает то, что ей нужно. Все на уровне парламента. Нет страны, нет народа, нет ничего. Нет никаких референдумов нет. Есть парламент. И на уровне парламента решается все. Просто все. Есть и правительство. Катерина, мы прекрасно все понимаем, что от правительства ничего тоже не зависит. Сегодня, уважаемая госпожа президент, целиком и полностью проталкивает свою программу о уничтожении Республики Молдова. И вот тут-то, вот здесь, мы должны понять, что если мы сегодня не оставим свои личные, уберем в сторону и на ком стоит Гагаузия. Если мы этого не сделаем сегодня, то завтра нас никто спрашивать не будет ни о чем. Потому что подвластный Башкан, подвластные депутаты, как это было во втором созыве, когда был у нас такой Башкан, который недолгое время был Башканом, которые и были такие депутаты, которые подняли как бы восстание против Башкана. Такая группировочка была. И что вы думаете? Сегодня один из этих депутатов у нас глава администрации Камбарского района. Тот, кто делал этот переворотик. Один из них депутат действующего народного собрания. И вы понимаете, и когда кандидат на встрече говорит, что от такого большого давления, то, что было произведено на меня, на мою семью, на моих детей, вы просто представить себе не можете? От такого великого давления тогдашнего президента Воронина оказался в Швейцарии послом аж. Понимаете? Я просто... эти события имели место 20 лет назад. Да, вот именно. И уже тогда у людей сформировалось такой такой взгляд на то, что они ждали компетентные власти. То есть, если в Советском Союзе была такая система назначения, да, руководителям, к выборам, я не помню, прибегали, не прибегали. Нет, я не знаю, вернее, не то, что не помню. Выбирали, в принципе, да. А затем в 90-е наступили, пошло такое широкое массовое
события, как выборы проводить, потому как это демократический способ. Получается, мы выбирали, уже 30 лет выбираем, а у людей все, уровень доверия к властям теряется, падает. Скажу вам, вы знаете, почему получилось у нас тогда образовать Гагаузскую республику? Гагаузский народ был един как никогда. И на территории Гагаузии не было ни одной молдавской партии. Представителей партии не было. Единственное было Гагаузия, гагаузский народ. Поэтому у нас все получилось. Получалось, пока до тех пор, пока вот мы прожили нашу пятилетнюю Гагаузскую республику, и когда вот уже дело дошло до признания автономии властями Республики Молдова, вот тогда все и началось. Тогда началось, политика, патриотизм перешел в бизнес. К сожалению. Если, может, вы имеете такие данные, я тоже это имел, сейчас точно не помню цифры, но за 25 лет, если вы представили бы, сколько денег вошло в нашу автономию, За последние 25? Да, за последние 25 лет, да. Это, все буквально. На самом деле здесь можно было бы и поля заасфальтировать, и кругом, и прокопать, и Черное море провести до суда можно было. Хотя бы те дороги асфальтировать бы качественно, не дело то, в том, что нет, это все было в ряде. Вот посмотрите, дело в том, что суммы были очень огромные. И каждый раз, вот представьте себе, что вот сколько денег уходит на выборы, да? Почему? Задайте вопрос. Я задаю вопрос. Вот на выборы хоть столько денег. Человек хочет быть башканом. Для чего? Для чего я хочу быть башканом? А вы хотели, кстати, быть башканом? Да, я... Хотели баллотироваться? Да, я думал баллотироваться, да. Почему? Потому что, я вам как-то сказал, что я боюсь за Гагаузию, завтрашнюю Гагаузию, что ее может не быть. Вот единственное, что мне толкало на это всегда, да, что я вижу, Гагаузию разрывают со всех сторон, разрывают ее политические партии. Вот они нашли пару продажных ют Гагаузии и снутри разделяет нас народ. Понимаете, вот саму Гагаузию разрывают изнутри. Что остановило вас, Иван Федорович, что вы не подали заявление о своей регистрации в ЦИКе? Я как-то... Меня больше остановило финансы. Да, где-то в прошлый раз я баллотировался в депутат Народного собрания. У меня то, что можно было продать, я продал тогда. Для того, чтобы баллотироваться. Да. Но, к сожалению, сегодня уже подавать нечего, но я очень много из этого узнал, видел, как, что, почем, почему люди тратят такие деньги, почему люди все это делают, потому что, чтобы иметь власть, даже пускай будут на второстепенных ролях. Да, вот понимаете, потому что сегодня ни один кандидат из, как бы называемых депутатов, которые за ними стоят молдавские партии, они никогда не будут настоящими башканами. Они всегда будут второстепенными, они будут выполнять волю босса Кишиневского. А им для чего это нужно? Чтобы торговаться с правящей партией, имея влияние даже в Гагаузии. Вот как имеют сегодня и все, в принципе, партии имеют своего наставника. Все. Даже некоторые имеют по 2 человека, по 2 кандидата. Им все равно кто будет. Им главное, чтобы взять власть, взять влияние в Гагаузии, а потом торговаться с Республикой Молдова, с властями Молдовы. Это у вас неоднократно было уже. Иван Федорович, у нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос, который к нам поступил по телефону. Здравствуйте. Добрый день. Алло, добрый день. Иван Николаевич, мы рады вас приветствовать. Да, добрый день, Иван, добрый день. Добрый день. Я бы хотел сказать, что я тоже хочу стать башканом, и, наверное, нет такого гагауза, который не хотел бы стать башканом, потому что я имею в виду насчет патриотов. Но вопрос в том, что сегодня у нас сложилась среди гагаузов такая тенденция, что для того, чтобы выдвигать себя в кандидатуру в башкан, вы должны иметь деньги. И деньги не маленькие. А так как у честных людей денег нету, так что мы с вами баллотироваться не сможем. Баллотируются почти все жулики. Но вопрос не в этом.
Вопрос в другом. Я слушаю вашу передачу, и я бы хотел сказать, что много кандидатов сегодня у нас баллотируются. И каждый показывает свое, что они хорошие. Но я хочу сказать, что мы должны смотреть, кто вокруг них. Понимаете? Дело в том, что есть такая поговорка: скажи, кто твой друг, скажи, кто ты. Вот то же самое 2 недели назад прошел в Чадарлунге представление этого Крайтора. Смотрите, кто окружает ее там. Все предатели гагаузского народа. Я объясню, почему я Иван так Николаевич, говорю. давайте И не будем прямо говорить отсюда, о дайте я скажу. кандидатах. Дорогой друг, скажи, пожалуйста, Я за мне свои именно слова отвечаю. вопрос, скажи Ее мне. кто окружает? Ее кто окружает? Там, значит, обещали аэропорт. Там обещали нам электростанцию. Нам обещали 11 российских предприятий. Ничего не было. 100 километров дороги. Ничего не было. И этот человек вместе баллотируется с теми, продолжать эти обманы, что ли? Я одну сторону сказал. Но дальше я хочу для избирателя сказать: проверьте, посмотрите, кто окружает данного кандидата. Я могу сказать и про Дадона много чего, могу про много чего рассказать. Спасибо, Иван Николаевич. Я услышал. Давайте попробуем я сам рассказать людям, кто и что. Хорошо? Спасибо, дорогой. Спасибо. Ну, каждый человек видит, кто на что горазд, и у каждого создается свое впечатление, и он также способен оценить достоинства, преимущества и минусы того или иного кандидата. Я хочу кандидата оценивать по делам его. Дело в том, что сейчас кто возле него, мало ли что кто возле него. Я просто знаю, сейчас ни в коем случае, опять же говорю, уважаемые телезрители, радиослушатели, я ни в коем случае сейчас мы не говорим о личностях, да, вот ни в коем случае. Дело в том, что они прекрасные люди, прекрасные мужья, прекрасные отцы, прекрасные дедушки, даже лучше меня в 1000 раз, ради Бога. Мы сейчас хотим просто открыть немножко как бы видение лично свое видение, да, вот о кандидатах, только лишь о кандидатах, больше ничего. Глубже нас не интересует. Нас интересует кандидат, потому что завтрашний день Гагаузии это мы. Это мы будем или не будем. Потому что точка невозврата может быть. Может, мы дойдем до нее, и все. И на этом все наше закончится. Поэтому я говорю, что раз речь идет о Дмитрии Крайторе, на самом деле, что я считаю его, он малодушничал, человек без силы воли, который именно... Иван Федорович, нет, я вот просто... Ивану Николаевичу сказала, что без имен, хорошо, а вы хорошо, ему. Вот первым экс-башкане, да, вот не первым, это был второй же экс-башкан, но этот ушел. Другой кандидат, который в стороне оставил меня, мою родину, мою Гагаузию на 6-8 лет, и сейчас вдруг вспомнил обо мне, тоже я хочу сказать, что на самом деле такие кандидаты тоже есть. Кандидаты, которые за ними стоят молдавские партии, их вообще нужно исключить из поля зрения, что вот даже не надо думать, Иван что... Федорович, что? никто их исключать уже не станет. Нет, не то, что я говорю, люди, сами избиратели, гагаузы, которые понимают, которые видят, что стоит за ним молдавская партия, все, он даже не должен рассматриваться как кандидат. Понимаете? Но у нас в Гагаузии тоже регистрируются партии, потому что сожалению, некоторые считают, что в Гагаузии тоже должны быть свои партии. Некоторые, один из них это я, но должны быть гагаузские партии. Гагаузские партии, которые будут представлять интересы гагаузов, а не молдавских партий. Окей, интересы гагаузов где будут представлены? В парламенте. Я думаю, что башкан, у кого есть сила воли, у кого есть дух, только тот может сегодня поставить Республике Молдове поставить условия, что пока не будет в парламенте квота для гагаузов, никаких парламентских выборов на территории Гагаузии не будет. Тогда зачем партии создавать, если просто на основе квоты? 5 квот Нет, стоп, Катина. Партии должны быть в Гагаузии для того, чтобы Гагаузия жила, Гагаузия выдвигала башканов, Гагаузия выдвигала депутатов Народного собрания, Гагаузия выдвигала депутатов в парламент. Это должны быть партии. Должна быть жизнь. В Гагаузии должна кипеть жизнь. Понимаете? И в любом случае, эти люди, эти партии представляют нашу Гагаузию, меня представляют. Вот где собака зарыта. А тогда, когда гагаузы идут в парламент и представляют партии Республики Молдовы, тогда какой он гагауз? Иван Федорович, да. Не открою секрет, Гагаузия достаточно мала по своей площади и по численности населения, скажем так, на фоне других автономий и, конечно же, стран.
А здесь все друг друга знают, можно сказать. Поэтому я не сторонник того, чтобы здесь создавались партии. К чему они, зачем они, если есть уже молдавские партии, которые так или иначе здесь также действуют на территории Гагаузии? Я скажу вам, я с вами соглашусь, потому что молдавские партии никогда меня не будут представлять. Никогда. Ну, почему никогда? В молдавских партиях также присутствуют представители Гагаузии. Толку от них. А тут уже другая сторона. У нас звонок есть. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? Иван Федорович, говорю, Жора дочка. Да, здравствуй, дорогой, здравствуй, знаю тебя. Иван Федорович, вот Михаил Влах не заслуживает ли стать тоже лидером на представлении Башкана Гагаузии? Он так много чего делал в Гагаузии. И много делал не только для Гагаузии, всему молдавскому народу. Неужели он не мог представить себе тоже на пост Башкана? Спасибо за звонок, спасибо за вопрос. Сейчас я попробую То есть ответить. вы считаете, что это достойная кандидатура, занять хотя бы строчку среди кандидатов в Башканы, да? Ну, мое мнение таково. Дело в том, что когда, если Михаил бы захотел бы, посчитал бы нужным, почувствовал бы в себе силы, что он готов взять, взвалить на себя эту ношу, вполне бы мог бы это сделать. Но раз человек это не сделал, значит, он посчитал, что, значит, я не выдержу это, я не унесу это, ну, мало ли что. Ну, сам Михаил Петрович может об этом сказать. Да. Но я как со стороны босса, поэтому говорю, любой человек может баллотироваться, но баллотироваться может любой. Им надо быть там внутри, этим надо жить. Это не просто вот быть башканом, пришел я башкан. Вот как вот у нас уже такая башкан есть, которая просто башкан и живет для себя. Надо жить для народа. Вот тот башкан, когда он спит, он говорит, что я, потому что вот это все 150 тысяч на мне, вот с этим ложиться и вставать. И жить этим, здесь жить. Переживать каждый день. И горе, и счастье, и радости вместе быть. Вот это называется башкан. А то, что приехал, уехал, отъехал, вот это уже просто человек приехал на заработок, позаработал, уехал. Вот завтра Ирина Федоровна, наша башкан, тоже чемоданы запакованы уже, тоже уедет, плевать не хотела на нас, на Гагаузию тоже. Поэтому будьте, когда голосуйте за башкана, за кандидата, который живет, которого в душе есть то. Который живет что? Который живет народом. Народом живет, народ живет здесь, который топчет этот грязь, каждая проблема наша приходит и вот делится, как-то старается помочь, потому что он здесь, вот он здесь. А когда у меня башкана вижу только по телевизору, зачем? Зачем такой башкан? Такой башкан нужен для властей Молдовы, чтобы уничтожить меня, как и Гагаузию. Вернемся, Иван Федорович, к этим погромам, которые случились в нашей стране 14 лет назад. Вы их помните? Вы наверняка видели эти кадры, видео. Сейчас акции протеста не доходят до такого исхода, скажем, да. Вы неоднократно их также проводили, являлись организатором этих митингов. Однако и голос народа также не слышится в коридорах власти. Мы говорили о том, что митингующие недовольны ростом цен, инфляцией, а также падением уровня жизни. Вот эти акции проходили более года назад у нас в Гагаузии, в Кишиневе, сентября. Они, по сути, ни к чему не привели. Нет, я вам скажу, да. Наверняка потому и прекратились. Вы правы, Катерина. Мы проводили свои вот эти акции протеста в Гагаузии. Нас не слышал ни башкан, можно сказать, что не большинство из депутатского корпуса. Нас не слышал ни спикер, нас не слышали ни замы, не слышали. Ну, вы сказали большинство, потому как и были депутаты, которые выходили к вам навстречу. Да, я сказал большинство. И также вице-спикеры тоже. Были, но очень редко. Дело в том, что когда мы уже
принимали резолюцию и обратились в Народное собрание создать рабочую группу, чтобы депутаты поехали в Москву, поехали в Российскую Федерацию, как-то решили вопросы для гуманитарного газа, для нас, для Гагаузии, уже на этом маленьком уровне, вот для нас. Мы получили ответ, что мы всего лишь депутаты, мы не имеем таких полномочий. Да, и они правы. Они правы, да, такие полномочия имеет Башкан, имеет спикер, да, вот они могут создать рабочую группу, да, они правы. Но прошел год, и вдруг сразу появились полномочия. И у господина Чемпаеш, и у господина Петрова. Вчера у них полномочий не было. А сегодня появились полномочия, потому что я хочу стать башканом. Вот у меня сразу появились полномочия, я раз пришел, один сидит в Кремле, другой сидит в Казани, все, уже договариваются. О чем вы договариваетесь? Иван У меня вопрос, о чем договариваетесь? Вот поэтому не надо держать народ за быдло. Не надо. Значит, личный интерес на первом месте. Такого быть не должно. И только нормальный башкан это может остановить. С духом. Скажите, башкан. Эти митинги потому и были прекращены вами, вашими единомышленниками? Ну, понимаете, мы превратились в Дон Кихота. Что мы сделали вот один вот, мы собрались, говорим, я просто сказал свое мнение. Сказал, Вы вот, этого не понимали вот после проведения митингов, например, вот спустя месяц, 2, 3, полгода? Ну, нет, была надежда, Екатерина. Была надежда, что все-таки Башкан, все-таки вчерашние депутаты Народного собрания, у которых... Но вы обращались большей частью к центральным властям. Нет. Мы к центральным властям обращались пару митингов сперва, потому что как к власти республики. Но когда мы уже подождали, власть Молдовы видели, что нас не слышит, никаких ответов, никаких внимания на нас нет, значит, игнор. Полнейшее игнорирование Гагаузии. Полнейшее. Тогда мы уже обращаемся к Башкану, к депутатам Народного собрания, которые в своих программах писали, что они за Гагаузию, что они за полномочия, что они за народ, за все, что они жизнь отдадут свою за народ. Но, и вот мы надеялись, что все-таки они возьмут свои программы, перечитают заново, там, что, неужели такое написали? Перечитают заново, перечитали. Мы опять надеялись, что, да, создастся рабочая группа вместе с Башканом, вместе с спикером, и отправятся люди, для народа. Показать, что да, народ, вы не один. Вы нас избрали, мы ваши слуги. А тут и появилось так, что вы хотите от нас? Расслабьтесь и как же хотите, живите. Мы живем своей жизнью. Это показали, депутат Народного собрания показала Башкан. 0. А тут раз появились полномочия. Раз мы оказались уже в Российской Федерации. Иван Федорович, однако кризис не перестает быть кризисом у нас в стране. Кризис не перестанет быть кризисом. Цены на природный газ и в апреле сейчас просто совершенно шоковые. верно. А с чего бы они должны снизиться? Скажите мне, с чего? Что я сделал для этого, чтобы они снизились? Ничего я не сделал, Я хочу хорошо жить, хочу в тепле, хочу, чтобы было все дешево, а для этого не хочу делать ничего. Такого не может быть. Если я плачу эти счета, значит, у меня есть деньги, я живу хорошо. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Власти Республики Молдова видят, что каждый счет оплачивается. 15 лет, 20 лет, 30 лет оплачиваются. Значит, есть деньги, есть по 2-3, у кого заводы, фабрики, все у нас прекрасно. Есть, мы платим, нам цена не безразлична, что какая цена будет. Но есть факт того, что многие предприятия вынуждены были закрыться. Одно дело конечный потребитель, физическое лицо, а другое дело торговое, тогда я экономические. хочу задать вопрос этому предпринимателю, да, который закрывается фабрика, завод. Он своих людей вывел, чтобы взять за горло Башкана или народа, или этого. Я сейчас не говорю о Гагаузии, я сейчас говорю в целом по стране ситуации. Я не хочу, Катерина, говорить в целом о Молдове. Честно, я не хочу, категорически не хочу. Относительно того, Иван Федорович, что если мы говорили о ценах здесь, а говорили о ценах другие политические силы в Кишиневе, и не только политические силы, говорили, выводили людей, выводили транспорт с людьми. Мы говорили с вами и на наших раньше предыдущих встречах, мы говорили об объединении политических сил, которые находятся в оппозиции сейчас. Нет. Сейчас это возможно, на ваш взгляд? Нет.
И Нет, этого не было. этого и не возможно, было, не было, изначально. потому что нету цели. Хотя лидеры партии призывали друг Лидеры призывают друга. и сегодня призывают. Почему отказываются? Ну, потому что я вам говорю, что каждый хочет быть царьком. Вот почему сегодня это лидеры молдавской партии уже в Гагаузии? Почему? Задайте вопрос себе. Урвать, а потом торговаться. Я говорю, что никто не должен был быть, а просто они сегодня этим самым, мы, опять же, те самые жители Гагаузии, разделились между собой по всяким, разбежались по всяким партийным ячейкам, это неправильно. Нас легче уничтожить. Я об этом говорил и говорю уже очень долгое время, что на территории Гагаузии не должно быть ни одной молдавской партии. Цели молдавской партии только своя личная цель, программы партии, цели своих боссов. Больше ничего. Ни о какой помощи и о нужде Гагаузии мы никогда не слышали. Я просто вам хочу сказать один пример сказать. Вот буду сейчас недавно в Чечне, в самом Грозном, перед центральной библиотекой, проспект Владимира Путина. Меня это удивило, честно. Я так удивился. И, я спрашиваю у людей, говорю, уважаемые, а вот у вас проспект Путина. Я там понимаю Ахмад Кадырова, понимаю музей, там все это. А вот, да, говорит, мы любим Россию. И тут у меня сразу встречный вопрос, и я говорю, уважаемые, а за что вы любите Россию? Просто мне это... Ну, это их страна вообще-то. Это страна, да. Но у нас тоже страна Молдова, Катерина. Я люблю Молдову. Это ваши проблемы. Но когда они сказали мне, что за то, что Россия любит нас, вот это меня вырубило. Естественно, когда Россия меня любит, как я не буду любить? Молдова когда меня полюбит? 30 лет она меня уничтожает. 30 лет, Катерина. И сейчас я должен любить Молдову. Я не могу, даже если бы захотел бы, я не могу ее любить сегодня. Я не видел от нее ни капли любви, ни капли уважения к себе, к моему народу. Я не видел. И поэтому мне сегодня любить Молдову, Катерина, это... О чем вы сейчас мне говорите? Мы продолжим этот разговор. У нас есть звонок сейчас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Катерина. Добрый день. Катерина, вардым Гагаузия. Я не говорю на гагаузском. Иван Федорович вас не слушает. Пожалуйста. Иван Федорович, или, по-моему, как? Да, Иван Федорович, верно. Иван Федорович, сляне билесин Гагаузия, biz de Gagauz. Çok sağ olun. Ben Kongaz'dan. Çok sağ olun. Ben pensionerka. Ama ben pensiya çıkınca ben çok işler geçtim. Çok işler işledim, çok işler gördüm. Seni de sen anladıysan. Sen pek güzel anladıysan, pek güzel söylüyorsun. Burada senin lafın doğru. Bize bir başkan lazım. Hani olsun Gagauzi içinde. Hani Gagauzi'de bize anlasın, tanısın, işlerleri, tanısın. Kim var lejaşçı, kim var hani pek biyetli, tanısın onları. Biz öyle başkan isteriz. Dilan'ın andası bulmuşlar bir Moskova'dan, bir Kişinev'den, bir Volkanes'ten. Bu Viktor Petrov, даже hiç bilmiyorum kim olacak da. Ama o da araya girdi. Şimdi все говорят, Виктор Петров. Пусть будет, kovulsun o. Ama yapsın doğru, ama yapsın Gagauzya doğru. Gagauzlar için kaçınsın. Спасибо Всё, большое. Çok sağ olun. Ben şimdi size söyleyeceğim. Çok sağ olun. Спасибо за вашу точку зрения. Я бы хотела призвать наших слушателей, зрителей и вас, Иван Федорович, также к тому, что сейчас идет предвыборная кампания, все кандидаты находятся в равных условиях, и мы, как общественная компания, создаем также эти равные условия для всех. Да, а потому не будем... Нет, ни в коем случае. Мы здесь сегодня сейчас нельзя умалять достоинство одного и превышать другого. Мы показываем, кто есть кто, да? И это очень важно. Это очень важно, потому что на самом деле это важно, чтобы люди должны знать, какой кандидат откуда пришел, за каким кандидатом кто стоит. Это важно, потому что выбор должен быть один, и он будет один, и он может быть последним выбором. Вот поэтому мы сегодня не должны умалчивать, да? Скажем, вот это все. Мы
мы показываем. Мы же не говорим, какой он семьянин, да, хороший муж, плохой, папа хороший, дедушка. Ни в коем случае. Они самые прекрасные отцы, самые прекрасные дедушки, мужья, самые прекрасные. Но мы говорим сегодня о кандидатах. И сегодня башканом не должен быть, мы не выбираем хорошего папу или хорошего мужа. Мы выбираем башкана, который имеет силу духа, волю имеет, который может противостоять диктатуре Республики Молдова. Такой башкан нам нужен сегодня. Понимаете? Но из этих, вот я подчеркиваю, что люди, сегодня есть выбор большой. Очень большой выбор. И когда сказать, что мы потом, вот, ошиблись, вот не было. Никаких ошибок, только шкурный интерес уберите в сторону. У меня тоже с многими, с кандидатами личный, да, вот это, с одним скажу, не с многими, потому что многие я, в принципе, так, только по делам знаю их. Никаких отношений не было. Тоже, свое личное, когда я ставим на весы сегодня на Гагаузию и свое личное это ничего ни о чем. Личное надо брать под стол. Сегодня должна стоять Гагаузия. Поэтому никаких личных отношений. Личное убираем в сторону, и мы выбираем сегодня из того, что у нас есть. Там нет белых и пушистых. Но для Гагаузии выбираем силой духа, вольного человека, который, да, падал, вставал, получал по морде, вставал, но все равно встал и идет. Таких, но духовных. А не того, что надавили, и он оказался в Швейцарии послом. Надавили, оказался там. Вот вы опять возвращаетесь. Что возвращаете? Я вам просто говорю, что... Вот, а вы в любом случае так вот поступаете, даже по отношению к нам. Нет, я просто приношу свои извинения перед ГРТ, перед радио, перед вами, Катерина, но это боль, понимаете? Вот, а люди... Эту боль могут разделить все жители Гагаузии, потому что все хотят жить в достойных условиях. Все... хотят, людей же многие, поколение старшие, да, их так легко обмануть, очень легко. Я просто сам просто делал эксперимент. Подходил и говорил, что я от того. Все, мне кланялись, как будто я Бог. Иван Федорович, вот скажите, вот как общественный активист, да, как активный деятель в общественных вопросах, в общественных делах Гагаузии, вы неоднократно у нас принимали участие в программах в качестве активиста, в качестве эксперта по тем или иным вопросам. У вас есть своя позиция, своя точка зрения, она достойна того, чтобы быть услышанной в народе. Насколько вы считаете возможным и важным вы, ваши коллеги, единомышленники, я имею в виду, вот сейчас вы митинги не проводите, организуйте такой круг ваших людей, и также такие встречи с людьми проводить в трудовых коллективах, на улице, как многие делают кандидаты, такие встречи с рядовыми гражданами, с тем, чтобы каждый представляет свою программу, да, предвыборную программу. А вы будете приходить с тем, чтобы говорить о каждом кандидате, тем самым доносить, как вы выражаетесь, правду обо всех. Екатерина, я попробую ответить на наш вопрос. У нас 8 кандидатов. Сегодня ездит за каждым 8 кандидатом просто... Нет, за каждым, ни в коем разе. Я не говорила об этом. Я что хочу сказать. Дело в том, что каждый кандидат идет и пропагандирует свою программу, свое, что он такой. Я вам говорю еще раз, что очень много сегодня скажу вам, как можно идти, когда сегодня пропагандируют Башкан, кандидата. Сегодня пропагандируют спикер Народного собрания, кандидата. Это сегодня все, весь ресурс работает на это. А мы говорим, что не надо говорить, не надо. Как если Башкан пропагандирует, выдвигает кандидата? Почему? Башкану какое дело? Спикеру какое отношение он имеет? Молча там иди в кабинку и голосуй.
Ну, все вообще-то Да. должны идти молча в Так, кабинку и но голосовать. сегодня- Иван Федорович, сегодня по поводу мы- вот того, что вы хотите осветить, да, вот Сегодня людям каждый правда. житель Гагаузии должен знать кандидата, что он делал. Потому что многие не знают, многих не знают. Вот многое, что вот И этот вот человек. такую просветительскую работу, безусловно, проводит Центральная избирательная комиссия. Безусловно, проводим мы в силу своих возможностей. Нет, я считаю, и что в рамках закона. Гагаузское А вот телевидение и радио должно в первую очередь это делать. у нас есть Это- положение, есть издательская декларация по Да, освещению у вас выборов. есть, но дело в том, что... Я о такой частной, что называется, стороне, Иван Федорович. Вот собрались с единомышленниками, но я понимаю, что это также требует финансовых затрат. Хотя бы на заправку автомобиля, да. Вот тоже нашли спонсора, как в принципе и кандидаты. Нашли людей с тем, чтобы выехать в какое-либо село и также рассказать обо всех кандидатах. Что вы думаете об этом? Я это... Хорошо, вот если бы нас было бы хотя бы человек 20 на самом деле, вот кто бы мог бы... Вот вы считаете, есть такие люди, которые поддержат вот такую идею? поддержат, но не приедут. Почему? Почему? Скажу вам почему. Потому что эти люди, вот очень многие, да, поддерживают того или иного кандидата. Я даже многим говорю, какая разница, кого ты поддерживаешь? У меня тоже вырисовался кандидат, из 8, который достойный этот. И почему достойный? Не от того, что мне он нравится или что... Нет, у меня таких нет. От того, что от этого будет выгодно Гагаузии. Вот. Хотя вот мы месяц назад были вместе, все, люди, какие-то вот интересы появляются какие-то личные. Я уже не знаю, как это назвать. Это мы ребят, возвращаемся опять к тому, Иван Федорович, что у нас регион достаточно мал. да, совершенно правильно. Но вот дело в том, что вот И регион где-нибудь, мал когда-нибудь что-нибудь да возникнет. и возникает. И поэтому мы сейчас не можем просто ошибиться. Мы просто не можем позволить себе уничтожить себя. Потому что так оно будет. Если не дай Бог, вот все-таки, как вот после этих вот, просто поражаются люди, когда вот говорят, что да, те bizim сейчас перечисляют, yaptı 18 завод, фабрика, нечто. Но тут и вроде бы и юмор, вроде бы и кто серьезно говорит, что они даже не знают, что никаких заводов, фабриков не было. Никакого аэродрома нет, аэропорта нет, никаких радиостанций нет. Люди не говорят, и те кız yaptı, karı yaptı, наши yaptı. Понимаете? Люди, вот многие думают, что это уже есть. Что есть уже аэропорт, есть, все это уже есть. Ну, я не думаю, что Нет, вы не думаете. у людей такие... Нет, вот вы не думаете. Я это встретил во Вдарме. Человека, который Человека, считает, вот что у это, нас который есть бабушка, аэропорт. да, который и наши те слят, те не слят, и опять же молится на Дадона, потому что вот она вчера целовалась Дадона, все хорошо, Дадон и это. и Давайте всё. выслушаем еще один вопрос, который к нам поступил по телефону. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, Кангас, Кирилл Кириллович. Очень приятно, Кирилл Иванович, добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Иван Федорович, я не стану отсутствие кандидата критиковать. Я обращусь к избирателям автономии, с вашим разрешением. Пожалуйста, дорогой, пожалуйста. Уважаемые избиратели, призываю всех 30 апреля выйти в свои избирательные участки и проголосовать за достойного кандидата, который является налогоплательщиком автономии, имеет опыт работы, имеет опыт управления, сумеет модернизировать и открыть рабочие места. Вспомним каждый о себе, с чего вы начали свою трудовую деятельность, с нижней ступени или сразу с верхнего вниз пошли. 7 раз поговорка, 7 раз измерить, один раз отрежьте. Спасибо, вот такое пожелание мне. Спасибо. Спасибо, Замечательное Кирилл Кириллович, пожелание, спасибо, дорогой, Кирилл спасибо. Кириллович. На самом деле это низкий поклон вам, Кирилл Кириллович. Дело на самом деле это очень важно. Очень важно, чтобы я... Кирилл Кириллович понимает, что Что- сейчас выборная кампания проходит, и, безусловно, к одному или другому кандидату следует ко всем, безусловно, подходить с уважением. Нет, совершенно верно. Ко всем. Но Я на говорю, выборы приходить, безусловно, Нет, даже с холодной головой. обязательно. Вот, Гагаузия это писал, что мы сейчас должны, как в 2014 году, Гагаузия должна на самом деле встать как один, без всяких, не ждать, чтобы вам платили, подвозили Вы имеете вас. в виду, когда был Да, проведен когда был референдум, да, референдум? чтобы мы все вышли и проголосовали. Мы показать
себе показать Республике Молдова, что мы свою автономию не отдадим. Мы не просто мы не предадим свою Гагаузию. Мы выйдем и покажем, что автономия наша. Наша Гагаузия наша и принадлежит только нам. Потому что сегодня, если вот так отнестись халатно к этому делу, завтра Молдова на самом деле скажет, что вам не нужна Гагаузия. Раз ваши даже избиратели не выходят, вам Гагаузия не нужна. Так что мы знаем, что с вами сделать. И сделают очень быстро. Поэтому очень важно, чтобы каждый человек, каждый сын взял свою мать, и внук, бабушку, помог им дойти до избирательных участков, проголосовать обязательно, чтобы показать, что Гагаузия наша, что мы хозяева здесь. И обеспечить явку. И обеспечить явку, да. Хотя 1 потому голос, да? что, опять же, вот, если вот, это опять же вот один шаг к уничтожению Гагаузии сделал наш Башкан, не подписав решение Народного собрания, закона, да, чтобы надо привести на 31%, да, явку. Но это опять же шаг, чтобы не вышли, чтобы уничтожить Гагаузию. Нет, поэтому я призываю всех жителей Гагаузии выйти. Но так же самое, выйдя на избирательные участки, уважаемые, прошу вас, это, возможно, будет последний раз, если вы неправильно проголосуете, если вы отдадите предпочтение своим личным отношениям или то, что вам уже, я уже знаю прекрасно, что есть 3 команды, у которых уже сформированы все места и в исполкоме, и все замы, и эти министерства, все уже сидят на месте. Еще медведя не убили, а уже шкуру разделили. Я это знаю прекрасно. Сейчас я не буду озвучить этих всех 3, ну ладно, может и больше, да, я знаю про 3, поэтому конкретно и говорю. И как-то там на прошлой передаче говорил, что вы когда спрашивали, что можете сказать о башканских выборах, вот помните вот на Да, передаче? тогда еще не наступила Да, избирательная кампания. И я вам сказал, потому что я ждал еще одного кандидата, и я вам сказал, я скажу вам обязательно, но я ждал, что кандидат обязательно будет, и будет мужчина, но как-то... Не дождались? Нет, я дождался, но это была вот женщина. Это от партии ШОР, да. Я знал, что они выдвигают своего кандидата. Вы знали, что у них будет свой кандидат? Ну, я вам сказал же об этом, что, Катерина, я вам скажу буквально через недельку, ну, получилось так, что у вас прошло больше недели. Вот, когда вот они все собрались до купы, поэтому поймите правильно, я сейчас говорю жителям Гагаузии, самое большее поймите правильно, что почему они здесь? Почему молдавские партии здесь? Но они всегда были здесь, Иван Федорович. Почему, Катерина? Чтобы управлять гагаузами, чтобы управлять автономией. Вот для чего они здесь. Они не для того, чтобы наше благо. Наше благо мы уже видели 30 лет. Независимо, вот, уважаемые жители, независимо от каких партий за 30 лет были в власти Республики Молдова, независимо от их названий и цвета, все они нас уничтожали. Ни от кого мы руку помощи не видели. Не видели любви от этой страны. Уважения не видели. Не видели. Это факты. Хотите меня переубедить? Пожалуйста, попробуйте. Сегодня я не стану вас переубеждать, Иван Федорович, хотя бы потому, что сегодня большой православный праздник. Как мы начали, с того, что называется, закончим. Благовещение сегодня нынче в народе, да. Не в народе, в православном мире. Да. И хочется пожелать, безусловно, вам, вы знаете, нашим слушателям и зрителям. Что праздник означает? Поведайте. Ну, в этот день, да, как вот учит наше Святое Писание, что Пресвятая Дева Мария получила весть от ангела, по-моему, Гавриила, по-моему. Да, от Гавриила. От Гавриила получила благую весть, что она будет матерью Иисуса Христа, да, вот такой весть. Так что это на самом деле для нас это очень большой праздник. Это всем только благие вести. Благие вести получаются от благих дел. Так что, уважаемые жители, чем больше благих дел мы сделаем, тем больше у нас будет благосостояние, и благие вещи дела увидим завтра от наших сегодняшних дел.
от нашего сегодняшнего, тем более сегодня, можно сказать, что от нашего выбора зависит наш завтрашний день. Поэтому выбор должен быть, безусловно, взвешенным. Очень. И просто я очень много хотел, я понимаю проблемы ГРТ, к великому сожалению, что я очень надеюсь, хочу, что придет тот день, когда, будучи гостем на ГРТ, любой гость, да, с полной выскажет все свое мнение, да, хотя вот вас сегодня скажу, если на самом деле я вижу, как вас душат, я же вижу это, вы через раз дышите, к великому сожалению, мне вас жалко и вас, жалко, что Гагаузия имеет такое телевидение, да, вот, но я надеюсь, очень надеюсь, что... Но законодательство как Гагаузии, так и Молдовы, конечно, безусловно, должно быть гармонизировано. Над этим работают депутаты, как парламента, так и Народного собрания. Депутаты не работают над этим. Депутаты работают... Я сказала, должны работать. Должны, да. У нас есть звонок, и это будет заключительный. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Это Мунтипи Камрад, Кузнецова Мария Ивановна, мне 91 год. Ой, Здравствуйте, Мария спасибо, Ивановна. будьте здоровы. Я очень интересуюсь, я гагаузка, местная воспитанница детского дома. Я очень интересуюсь выборами. Простите меня, но я вас не знаю, но вы, как поняла по вашим выступлениям, вы большой патриот Гагаузии. Скажите, пожалуйста, если вы такой, и вы в годах такой патриот Гагаузии, почему же вы уничтожили все то, что мы, старики, вам дали? Где наша теплица? Мы сейчас из Турции петрушки, укроп покупаем, 5 лей, 2 лепестка. Где наши птицефермы? Где индюшиная фабрика? Где этот крупный рогатый скот? Где это все, что мы вам дали? Мольсельхозтехника. Коммунальное хозяйство имело 76 механизированных транспорта, которые подметали улицы, поливали улицы. Где все это богатство, что мы вам дали? 90-е годы. Воронин пришел и это все уничтожил. Я возмущена до предела. Спасибо, Мария Ивановна, за ваш вопрос. Вам здравия, конечно, безусловно. И, пожалуйста, не болейте. Иван Федорович. Я скажу, уважаемая Мария Ивановна, вы знаете, что вот вам нечего ответить. Мне стыдно, что вы задали этот вопрос. Мне вот на самом деле, что вот столько всего было, и это, если вот вы мне позволите, с вашего позволения, я этот адрес, этот вопрос переадресую вот всем вот этим гнидам, сволочам, которые были у власти Гагаузии столько лет, башканам, депутатам и все прочее. Где это все? Что этой женщине сказать? Иван Федорович, сказать этой женщине? Согласна. Где? Вот она права, где столько было, где все это? Все. И есть скажу время... еще, я хочу сказать еще да, очень важный вопрос. Вчера слушал одного из кандидата башкана, и он сказал, что если я буду башканом, то я не буду рыться, там, что сделал прошлый башкан, никаких аудитов, ничего. Нет! Надо там проводить аудит, чтобы каждый башкан знал, что если я вор, то я должен вернуться назад. Чтобы он знал, что будет аудит. Надо будет посадят. А нет, что я приду, а вот такая пойдет, потом уже традиция. Наворовался, ушел, аудитов нет, все, ничего не будет. Нет. После каждого башкан должен быть аудит. Каждый башкан должен отсюда уйти чистым или в тюрьму.
Иван Федорович, спасибо, что сегодня ответили на вопросы наших зрителей и слушателей. Пусть даже эмоционально, пусть даже вот с характером, с перцем, что называется. Я вам желаю также здоровья, как и всем нашим зрителям и слушателям. Конечно же, беречь себя. И пусть благие вести к вам приходят чаще. Программа подошла к концу. Всего доброго. До новых встреч. Беседы на актуальные темы, обсуждение вопросов о жизни.